В начале 20 века во всех ведущих газетах США появилась публикация русского эмигранта Ивана Панина. Известный ученый, математик и лингвист бросил вызов любому, кто сможет дать естественное объяснение или опровергнет собранные им доказательства одного феномена. А Панин ни много ни мало утверждал, что Библию создал сам Творец. Ученый исследовал Библию с точки зрения математического анализа и обнаружил цифровой код Писания. По мнению Панина, заключался он в цифре 7, которая невероятным образом связывает все книги Библии. Количество слов в Библии делится на 7. На эту цифру делятся также собственные мужские и женские имена, количество слов. Вот пример из Ветхого Завета, который был написан изначально на древнееврейском языке. В предложении «В начале Бог сотворил небо и землю» 7 слов, состоящих из 28 букв. В предложении 3 существительных – Бог, небо и земля. Сумма соответствующих цифр каждой буквы 777, 111 умножить на 7. Глагол «сотворил» в древнееврейском варианте имеет цифровое значение 203, 29 умножить на 7. Первые 3 слова в сумме состоят из 14, 2 умножить на 7 букв. Так же, как и остальные 4 слова, состоящие из такого же количества букв – 14. Панин разбил на 3 части общее количество букв в предложении и получил одинаковое число в 3 частях – 133, 19 умножить на 7. Только в одном этом предложении Панин обнаружил 30 различных проявлений числа 7. Такое совпадение может произойти лишь один раз на 33 триллиона случаев. Каждое слово, каждая буква по расчетам Панина занимает в Библии свое строго определенное место. И выпадение или изменение хотя бы одного знака ломает всю эту невероятно стройную систему. Могли ли авторы Евангелий сотворить такой уникальный образец математического мастерства? Главное, что эта книга дает программу человечеству для выживания. Если бы человек был идеальным и шел, все выполнял то, что написано в Библии, я не знаю, какое бы сейчас было общество на земле и кем бы мы все были. Но человек слаб, человек грешен, и поэтому заповеди, которые упомянуты в Библиях, конечно, все они нарушаются. И люди бьются над загадками Библии многие уже столетия.